Экстренные службы Коми первомайские выходные встретили в полной боевой готовности. И хотя в целом праздники прошли спокойно, без чрезвычайных ситуаций все же не обошлось. Больше всего хлопот доставили, пожалуй, нижпогодские школьники, пропавшие во время похода. О неспокойных выходных Евгений Ракин. Сейчас юные туристы уже дома. Их нашли рано утром в 16 километрах от устья реки Чуб. Группа из 9 емвинских старшеклассников под руководством физрука должна была вернуться из похода в воскресенье к 6 часам вечера. Однако задержалась в пути. Почему, пока точно неизвестно. Не дождавшись детей, родственники забили тревогу. К поискам тут же приступили местные спасатели и подразделения регионального МЧС. Ночью, то есть по прибытию, теми подразделениями, которые убыли с Сыктывкара, были организованы поисковые работы с помощью плавсредств. На воду были спущены 5 плавсредств. В их числе были и аэробот «Пантер», то есть специальные плавсредства, которые позволяют в нынешней сложной гидрологической обстановке идти по воде. Также были спущены и катерно-воздушные подушки, 3 жесткомодульных лодки со спасателями, естественно, на борту. И эти группы поисковые, были направлены по реке, так сказать, навстречу двигающейся группе по тому маршруту, который нам был известен. Всего в поисках участвовали 16 единиц техники и 48 спасателей. Спецоперация длилась всю ночь. Обнаружить потеряшек удалось лишь в 6 утра с помощью вертолета Ми-8, который был отправлен в район поисков из Ухты. Огнеборцы Коми в минувшие выходные без дела тоже не сидели. За праздники произошло 14 пожаров, 1 человек погиб. Свою лепту в статистику внесли и садоводы. Из-за их неосторожности сгорели 4 дачных дома. Впрочем, брандмейстеры готовились к худшему. По количеству пожаров праздники прошли спокойно. Не было значительного числа палов травы, чего мы опасались. Несмотря на то, что погода была и сухая, и местами теплая, все-таки население прислушивалось к нашим советам и траву не выжигали. Ударно отметили Первомай и некоторые водители. За 4 дня автоинспекторы задержали 155 человек, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Особое беспокойство у сотрудников ГИБДД вызывают юные владельцы двухколесного транспорта. Родители должны следить за тем, чтобы их несовершеннолетние подростки, которые управляют велосипедом, то есть самостоятельно, должны спешиваться при переходе проезжей части по нерегулируемым пешеходным переходам, то есть переводить велосипед рядышком, для того, чтобы и самим быть безопасным, переход был безопасный, и не создавать аварийные ситуации на дорогах. Всего за выходные в Коми зафиксировано 13 ДТП. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Не повезло только Лосю, который в 4 утра решил перебежать трассу Сыктывкар-Троицко-Печорск. Его сбил пьяный водитель Деу Нексия. Евгений Ракин, Дмитрий Ведерников, Антон Ворожищев, телеканал Юрган.